сюда на сцену, могу ли сказать огромное спасибо нашей режиссерско-постановочной группе, нашим артистам и именитым, и совсем юным, молодым, вот некоторым уже спать в это время пора, они все поют и радуют нас. Нашим музыкантам замечательным, маэстро, хореографу, режиссеру, балетмейстеру, приглашенным артистам, всем-всем, действительно, за большое событие. Вы большие молодцы. Это огромная работа, серьезная работа. Действительно, филармоническим коллективом поставить сегодня оперу, это сложно, но вам получилось, правда, удовольствие огромное. Замечательную первую кавказскую оперу. У меня дядька когда-то здесь жил и работал, сейчас в Москве живет. Говорит, когда вы поставите «Чудакус»? Вот я не понимаю. Это действительно было важно, это действительно всем нам нужно было. Сашенька наша очаровательная. Спасибо всем огромное. Я знаю, что в нашем зале есть исполнители первой оперы «Чудакус». Поднимите руку, поднимите все.
даже не представляете, как я рада. Я все-таки 36 лет ждала постановки этой оперы. И я думала, ну когда поставят? Филармония вроде... Все хорошо. И записали эту оперу на телевидении. Но там, знаете, время такое, что она технические возможности, да, сделали свое дело, рассыпалась пленка. И очень жалко. Я хочу поздравить молодежь с новой постановкой. Во главе, значит, добывальщики денег. Министерство культуры России и правительству Хакасии, надо сказать. Поэтому все-таки деньги это много значит. Я так подумала, что были бы тогда, вот на энтузиазме мы работали, это вот эти двери, и дверь музыкального училища, отсюда туда бегали, пообедать только в столовой. Девочки с косичками на занятия ходили, в столовую ходили, потому что переодеться или что-то уже было некогда. Это музыкальная школа, музыкальное училище, педучилище, музыкальное отделение. Жаркие, ну, в общем, такой энтузиазм был, что, ну, просто горели оперы. Как вспомнили режиссера Александра Васильевича, который, чтобы доказать свою правду, таки перед строгим дирижером, просто так на колени падал и просил, ну, давай вот так мы сделаем, вот так. Потому что это, в Хакасии это был великий режиссер Александр Васильевич Тугужетов. Нам повезло. Я хочу сказать, что когда Чанархус опера рождалась, я была свидетелем, потому что первый акт, первые действия, мелодии, они у меня все остались здесь. Здесь остались, ну, ребята, видите, я вчера слушала, сегодня слушаю, но тем не менее, вот, знаете, мы работали, поэтому, наверное, я вечером пришла, та постановка у меня звучит вот здесь еще, звучала. Она восстановилась, ночью слушала, гудит здесь, утром я тоже слушаю. Ну, я молодежи хочу сказать, филармонии наконец-то поставили. Новые здесь Чанархус. Извините, там бабрами я как называю. Пройдите, пожалуйста, покладите. Это второй Чанархус. Это второй Чанархус. Спасибо. А Матложокова наш практически, можно сказать, потому что он в музыкальном училище учился. Артур, это наш, конечно. А почему вы не с нами? Кто нам вырастил? Коллеги, я понимаю, все устали, ну правда, не должна сказать, учительно наша культура, оказывается. Преемственностью поколений, когда рядом метры, да, и есть молодежь уже разных поколений, наверное, разного возраста. Когда я вижу, что вот она сцена от взрослых маститых, да, уже умеющих танцевать, и совсем малыши. Вот в этом и есть, наверное, наше завтра, наша преемственность, наше уважение, любовь к корням. И спасибо, уважаемые зрители, вы такие теплые сегодня. Такие славы. Спасибо вам. Жалко, сегодня было
пультом, партитура сложная, работа замечательная. Спасибо огромное.